Доброе утро, уважаемые коллеги. Значит, в этом году у нас с вами первая общегородская планерка. Разрешите в самом начале представить наших новых коллег. Значит, у нас директором муниципального предприятия «Пригородная теплосетевая компания» назначен Сергей Вадимович Андреевский, который работал в системе Якутскэнерго, начинал техником в цехах, затем слесарем, мастером, инженером. И, значит, последняя его должность до перехода к нам, он был начальником отдела технологического присоединения к тепловым сетям. Также по результатам открытого конкурса на замещение вакантной должности начальником отдела организации и контроля транспортной деятельности назначен Артем Александрович Сторожев. Пожалуйста, вы здесь? Так, да, значит, приступил к работе на прошлой неделе. Значит, стоят перед ним задачи определенные, значит, систематизации маршрутной сети, работа теплых остановок. Ну, все, что мы с вами обсуждали, все те проблемы, которые есть в городе, и жители жалуются, это теперь ваша задача. Мы с вами на этой неделе в первом подходе должны рассмотреть маршрутную сеть. Далее мы объявляем конкурсы на замещение вакантных должностей директора муниципального предприятия ЕПАК. Значит, объявление в ближайшее время будет размещено. Пожалуйста, все желающие можете принять участие в конкурсе. И далее на вакантную должность руководителя департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта. Так, пожалуйста. Доброе утро. С начала года в городе Якутске произошло 17 пожаров. Погибших, пострадавших нет, крупных пожаров не было. Значит, все эти дни занимались обеспечением пожарной безопасности. На данный момент, значит, переведены в штатный режим работы. Доклад закончен. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. Значит, с начала года было проведено 113 новогодних праздников. Инспекторским составом было обследовано 214 жилых домов, проинструктировано 546 граждан, розданы памятки 246. Проведены практические тренировки на 22 социальных объектах и выступления в СМИ 3 раза. У меня все, спасибо. Я бы хотела поблагодарить и наших огнеборцев, и органы профилактики пожарного надзора в связи с тем, что у нас в 2 раза сократилось количество происшествий вот в эти новогодние праздники по сравнению с прошлым годом. Я отмечаю это как хорошую работу вот именно по профилактике совместно с нашими главами территориальных органов управления. Ну и, конечно, то, что не допущено гибели и травматизма людей во время новогодних праздников по сравнению с прошлым, позапрошлыми годами, это, конечно, наша с вами общая работа совместная. Большое спасибо. Вместе с тем меня, значит, настораживает то, что у нас увеличилось, при всем при том, что в 2 раза мы сократили, да, происшествия, увеличилось количество пожаров в частных гаражах. В частных гаражах, в том числе те, которые расположены около многоквартирных домов. В этой связи главам территориальных органов управления я даю поручение, значит, продолжить и усилить работу по вывозу гаражей, прежде всего незаконно расположенных около многоквартирных домов, образовательных учреждений и других объектов, где находятся люди. Спасибо большое. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые члены совещания. На прошедшей неделе оперативная обстановка по городу Якутску остается стабильной. Всего зарегистрировано 26 преступлений. Из них раскрыто 15. Тяжкие, особо тяжкие 12, раскрыто 6. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 26. Это 2 грабежа, 15 краж, 1 преступление по линии экономики, 2 угона и 6 прочих преступлений. Установлено лиц, совершивших преступления 45. Из них ранее судимые 18, женщинами 3, совершеннолетних не допущено. Объявлено в розыск преступников 4, из них установлено 1. Из ранее объявленных установлено 2. Поступило сообщение без пропавших 8, в том числе несовершеннолетних 5. Установлено без пропавших 6, 4 из которых были объявлены в течение недели. Несовершеннолетних установлено 3. Все 3 также были объявлены в течение той недели. На сегодняшний день остается недадено один несовершеннолетний, ранее уходил, состоит на учете в ПДН. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 6, суицидов 1 на 1. По безопасному городу выявлено 3 факта совершения административных правонарушений, раскрыто 3 преступления. План перехват не вводился. За неделю отделами и подразделениями всего составлено 1389 административных материалов. С
специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 35 человек. На 12 января всего содержится 32. С ВСНП помещен один несовершеннолетний, изолятор временного содержания за неделю доставлено 11 человек. Арестовано 4, под домашним арестом 1, освобождено 2. Также за неделю по городу Якутска проведено 7 массовых мероприятий, 2 из которых культурных, 3 спортивные, 1 иное и 1 религиозное, в котором приняло участие 8345 человек. На охрану общественного порядка было задействовано 63 сотрудника полиции, 19 сотрудников ОМОН. Также 67 частных охранных предприятий, из них 55 это ЧОП «Гром Плюс» и ЧОП «Гарант» 12 человек. Также мы закончили проведение операции «Быт». Доклад закончен. Спасибо большое. Ну, тоже в эти новогодние праздники вы работали в усиленном режиме. Плюс, конечно, теплая погода – это большая радость для горожан, но вместе с тем активизируются и криминальные элементы в том числе, поэтому, конечно, работы вам выпало много, но, тем не менее, с аналогичным периодом прошлого года вы проанализировали, как у нас показатели? Общая регистрация находится на уровне, а по регистрации преступлений идет снижение. Снижение идет? Да. Несмотря на общий рост количества зарегистрированных в городе Сообщений всего, Якутске, да. вы организовали… Но в этом году у нас с зафиксировали начала года 38 преступлений. Хорошо, хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые участники совещания. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, из них 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшим, в результате которых ранения получили 3 человек. Это по видам распределения получилось так, что 2 столкновения и 1 наезд на пешехода. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий выявлено 1420 правонарушений. Из них самое основное – это нетрезвых водителей 46. На спецстоянку доставлено 59 автомашин. По выявленным недостаткам улично-дорожной сети выдано 5 предписаний. По линии технического надзора к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц, 4 юридическое лицо и 1 физическое лицо. Доклады кончены. Спасибо большое. По итогам 2019 года я жду от вас информацию по дорожно-транспортным происшествиям, связанным как с работой наших маршрутных автобусов, городских автобусов, так и служб такси. Мы договаривались так с вашим руководством для принятия решений по итогам 2019 года. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета проведено 8 проверок. По результатам проверок наложено 7 административных мер воздействия, 2 штрафа на сумму 130 тысяч рублей и вынесено 5 предупреждений. Эта работа проводилась в рамках с юридическими лицами, в рамках тех, которые не заключили договора с Якутской Кассети. Данная работа продолжается. Также продолжается работа в округах города по обращениям граждан. У меня все. Спасибо большое. Пожалуйста. Доброе утро. Ситуация по коре. В республике и в городе за прошедшие сутки новых случаев кори не зарегистрировано. По состоянию на утро 13 января общее количество заболевших составило 71 человек. В том числе в городе Якутске 70 случаев, 1 случай в Абыйском районе. Из 71 больного лабораторно подтверждено в вирусологической лаборатории Новосибирского регионального центра по надзору за корью и краснухой 63 больных корью. 12 января в республику поступило 10 тысяч доз паротитно-коревой вакцины дополнительно. Подлежало иммунизации по показаниям 2981 человек. Привито против кори 2356 человек, 79%. Из них 75% привиты в первые 72 часа. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске за первую неделю. Показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога. За 4 дня второй недели 2020 года в городе Якутске показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 56% и выше показателя предыдущей недели на 30%. 2-3 января организованы рейды по санитарной очистке на территории города Якутска, по итогам которых в целом отмечается удовлетворительная работа регионального оператора Якутской Кассети. На прошлой неделе 9-10 числа были отобраны 4 пробы воды из мест проведения крещенских купелей. Исследование находится в работе.
Для внимания. Управлением Роспотребнадзора усилен санитарно-карантинный контроль на международных авиарейсах. Сегодня на рейсе Сеул-Якутск при дистанционной термометрии выявлены и госпитализированы в детскую инфекционную больницу 2 детей, близнецов, жители города Якутска с повышенной температурой 39 градусов и предварительным диагнозом ОРВИ. С начала года это уже второй случай выявления лиц с подозрением на инфекционное заболевание. У меня все, спасибо. Ну, поскольку у нас с вами сегодня начинается учебный процесс во всех образовательных учреждениях, мы все-таки ожидаем, что цифры у нас чуть-чуть повысятся, так? Да, Ожидаем. да, конечно. Вот, значит, вы говорите, ну, в смысле специалисты, да, говорите о том, что мы можем ожидать 4-го пика по коре где-то вот числа как раз 12-13. И если оно будет в рамках там 10 человек, то будем считать, что локализовано, да? Ну, все идет к спаду, ситуация стабилизируется более-менее, поэтому ожидаем. Так, ну, управление образования совместно с управлением здравоохранения, пожалуйста, по школам и детским садам ситуацию держите прямо вот на постоянном контроле. И меня, конечно, очень обеспокоило то, что у нас выявили случаи, когда в дошкольные образовательные учреждения у нас принимались дети без надлежащих прививок. В частности, детский сад номер 13, Светлячок и детский сад номер 96, Незабудка. Я прошу провести служебное расследование, как такое могло произойти. И только ли в этих 2 детских садах? Совместно с у управления здравоохранения вся информация есть, пожалуйста, получите, служебное расследование проведите. Спасибо. Так, управление здравоохранения, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Прошлую неделю и период с новогодних каникул все медицинские организации города Якутска работали в усиленном режиме. На прошлой неделе зарегистрировано 10 укусов животных, 9 из них бродячими собаками. Бытовой травматизм вырос на 20%. Извините, по собакам еще раз, сколько? 10 Так. укусов, 9 бродячими собаками. Это данные травмпункта РБ номер 2. То есть увеличивается у нас количество укусов бродячими Ну, животными? за прошлую неделю увеличилось. Потому что вот я смотрю ваши данные за праздничные дни. Да, там меньше было. Там было меньше, значит, у нас, получается, было 17, это было меньше, чем в прошлом году, и из них бродячих было только 4. Да, верно. Но за прошлую неделю именно вот такие данные. 10 укусов, 9 из них бродячими собаками. Так. Так, Хорошо. ну, ситуация по островирусным инфекциям находится пока на стабильном уровне. Такого критического подъема не наблюдается. Но, тем не менее, обращаемость по вирусным инфекциям выросла на 30% в среднем за прошлую неделю. Это касается в основном детского населения. До 7 лет обращаемость очень высокая на сегодня. Но это сезонно? Это или сезонно, да. В связи с потеплением в том числе, да? Да. Да. Ну, а в остальном у нас все стабильно пока. Хорошо. Значит, действия управления образования вот в части выявления там, и возьмите, пожалуйста, под свой личный контроль. Ну, ситуация с корью, она оголила наши болевые точки, те места, где у нас есть совместное упущение, поэтому просьба эту работу усилить. Хорошо. Спасибо большое. Так, по безнадзорным животным, Валерия Сергеевна. Но нам ежегодно везет. Если весь 2019 год с 1 января 2019 года мы работали в рамках новой мусорной реформы, новой схемы обращения с мусором, да, то у нас этот год начинается с реформой работы с безнадзорными животными. Поэтому давайте-ка мы послушаем, что в этой связи. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, действительно, 2020 год мы начинаем с вами с новой реформы касательно ответственного обращения с безнадзорными животными. Сегодня кардинальные изменения коснулись в чем? Организация приютов для животных является сегодня республиканскими полномочиями. В связи с указанным зоозащитники, волонтеры, любители животных сегодня весьма активизировались и требуют, чтобы деятельность по обращению с животными сегодня была уже соответствовала требованиям законодательства.
В связи с этим вопрос сегодня стоит очень остро, потому что по факту городской отлов обладает пунктом передержки животных, который не дотягивает до требований к приютам. Денежных средств республиканского бюджета, к сожалению, пока мы еще не получили на организацию приютов, поэтому здесь вопрос мы сегодня решаем своими собственными силами за счет финансирования городского предприятия, то есть МОП «Жилкомсервис», и силами неравнодушных горожан и городских предприятий. Кратко обстановка обстоит так. По количеству отловленных безнадзорных животных также у нас сегодня спад наблюдается. За отчетный период отловлено 46 безнадзорных животных. Для сравнения, средний показатель по отлову у нас доходит до 100 голов безнадзорных животных, то есть примерно в 2 раза ниже. С чем это связано? Это связано в первую очередь с тем, что горожане в лице зоозащитников, да, сегодня недовольны тем, как производится отлов. Должны быть оборудованы специальными клетками, запирающими устройствами автомобилей городского отлова. Поэтому сегодня городской отлов не может функционировать в должной мере, которая бы покрывала необходимость отлова животных в городском масштабе. Так, ну, действительно, нравится нам федеральный закон, не нравится нам федеральный закон, он распространяется на всей территории Российской Федерации, мы обязаны его исполнять. Обязаны обеспечивать животных теплыми помещениями, температурой не ниже 15 градусов, теплыми будками не ниже плюс 7 градусов внутри, обязаны, значит, их лечить, обязаны их стерилизовать, обязаны их чипировать, выпускать в свободное обращение. Натуральный корм они должны получать, если, значит, их весь корм должен быть занесен в единую базу данных Меркурий, то есть объедками там и прочими пищевыми остатками кормить нельзя. Питьевая вода должна соответствовать санитарным требованиям по санпинам, соответствующим действующим на территории Российской Федерации. То есть требования с 1 января существенно ужесточились. Вместе с тем, значит, и правовому департаменту совместно с ДЖКХ и вами тоже дано соответствующее поручение, мы должны отметить, что в соответствии с законом республики от 2014 года, когда муниципалитетам, и в том числе городу Якутску, передавались отдельные государственные полномочия, переданы отдельные государственные полномочия по регулированию численности, что касается отлова, транспортировки, значит, содержания и утилизации. Вот эти 4 полномочия в 2014 году, значит, муниципалитетам были переданы. В этом законе нет ни слова о стерилизации, вакцинации, чипировании, пожизненном содержании, ничего этого нет. На сегодняшний день в республике нет методики расчета субвенций, в соответствии с которыми муниципалитетам перечисляются деньги. Та методика субвенций, расчета субвенций, которая на сегодняшний день есть, она не предусматривает мероприятий по стерилизации, чипированию там и так далее. Нет этих расчетов утвержденных. Я правильно говорю или ошибаюсь? Да, все правильно. В этой связи я считаю, что чисто юридически полномочия по стерилизации, по жизненному содержанию и всем прочим мероприятиям на сегодняшний день муниципалитетам не переданы. Не переданы, и требовать с нас сейчас исполнения федерального закона в полном объеме – это юридически неправильно. На этой неделе, значит, правовой департамент в ближайшие дни будет обращаться в Верховный суд Республики Саха-Якутия на предмет признания республиканского закона о передаче отдельных госполномочий, не соответствующих федеральному законодательству. Ну, пока как есть, своими силами работайте. На самом деле зоозащитники, в принципе, требуют очень вещей простых – исполнения федерального законодательства. Ничего больше они не требуют. Ну и опять же, согласно нового федерального закона, мы с вами это обсуждали, есть положение об общественных контролерах с соответствующими удостоверениями и полномочиями. Пожалуйста, нужно их оформлять для того, чтобы люди понимали. Потому что крайне удивительно слышать, что там 7 миллионов 400 сейчас чиновники разворуют, и собакам бедным ничего не достанется. Ну, мало кто понимает, что 7 миллионов 400 это более чем недостаточно. Если в прошлом году мы с вами официально отловили 4,5 тысячи животных, и этого недостаточно, 4,5 тысячи животных, то мы же оцениваем количество безнадзорных животных порядка 10 тысяч в городе Якутске. И информация по укусам бродячих животных, она, конечно, очень настораживает. До тех пор, пока муниципалитетам не будут переданы
субвенций в полном объеме, ни о каком нормальном исполнении федерального закона на территории города Якутска, речь на сегодняшний день идти не может. Так, ну и по будкам, Алексей Клименtovич, тем не менее. Так, на этой неделе я проведу совещание с руководителями. Вот я жду от Валерии Сергеевны проект. У нас есть проект, мы разработали, мы сегодня направим вам. Ну, вы его. помните, будка не менее 1 квадратного метра, в зависимости от размера животного, утепленная, с условием температуры +7, ну и все прочие, что в федеральном законе, и в том, что у нас там постановление правительства республики 27 декабря выше, там очень хорошо все расписано. Не ропщите, коллеги, это федеральный закон. Я понимаю, что у нас есть более тяжелые ситуации с людьми, не то что с собаками, но тем не менее исполнять мы должны. Иван Константинович нам 5 тюков сена передал, мы завезли, поэтому... 5 тюков? Да, Это сколько? Это порядка, по-моему, 3 тонн. 3 тонны сена привезли. Фермеры передали нам, да? Да. Иван Константинович, они безвозмездно нам передали? Спасибо им большое. Хорошо, садитесь. Так, СГХ. Доброе утро, уважаемые коллеги. В дополнение к сказанным словам Валерии Сергеевны отмечу, что сегодня завершается прием заявок на конкурс на проведение, на отбор получателей субсидий на содержание приюта, пункта передержки животных, прошу прощения. Да ладно уже с животными. Да. Вы скажите про хозяйство городское. Про городское хозяйство, за выходные у нас были несколько рейдов праздничные дни с участием Роспотребнадзора, регионального оператора, Министерства ЖКХ. Также мы сегодня приступаем к актуализации схемы теплоснабжения города Якутска. Сегодня направим соответствующие заявки в ресурсоснабжающие организации. Ну и корректируем наши планы графики на этот год, формируем все наши Я отмечаю для себя снижение качества и кратности уборки городских улиц. Якутдорстрой, вы здесь. Объясните мне, пожалуйста, почему улица Аюнского, перетекающая там в Поярково и дальше, снег сгребли, а не вывезли? А почему лежит-то сутками? Почему лежит сутками? И не только на этой улице. Горожане же пишут, вы же видите это все. И по трактам у вас лежит, и по Покровскому тракту у вас лежит. Вы эти кучи накопили и лежат. Я вот вчера сколько ездила по городу, я что-то машин-то не увидела. Вы мне графики покажите-ка. Потому что все сгребли, и кучами это все лежит. Осевые не чистятся. Не чистятся, я вам говорю. Дорожное полотно сужено до такого состояния уже, что там осталось оно как двухстороннее, как на 2 полосы. И так вот, и колея еще посередине. Ну это что такое-то? Вы совсем прям расслабились уже. Если я не права, покажите мне улицы, где вы вчера чистили. Вот я вам скажу, я не видела, понимаете? Я езжу по городу вот так вот, безостановочно. Я просто вчера не стала вам ничего говорить, потому что думаю, вечером, ночью подберут. Сегодня с утра пораньше выехала, проехала, все, как лежало, так и лежит. Директора вашего нет, вы совершенно расслабились. По площадям то же самое, все надо убрать. По объектам, которые расположены на площадях, все убрать. Хорошо. И потом, Роман Сергеевич, праздничные дни обнаружилось, что все-таки у нас ЕДДС не имеет связи с ресурсниками. Ресурсники игнорируют ЕДДС, информация не поступает. У нас с вами обо всем сообщают нам горожане, слава богу. Так бы вообще ничего не знали, что происходит. Это что такое-то? У ЕДДС нет функции контроля. Они говорят, что есть функция контроля у СГХ. СГХ говорит, а мы что, там, веселье, мы там оперативное управление хозяйством. А кто контролирует те заявки, которые поступили? Кроме меня. Поэтому просьба это все отрегулировать. Далее. Вы посмотрите, Якутскэнерго продолжает плановые отключения. Хотя мы договаривались о том, что плановые отключения в соответствии со всеми нормативными документами, они должны оповещать жителей за 10 суток. Так? Да, все верно.
Вот сейчас откройте, значит, сайт Якутскэнерго после планерки или там их телеграм-канал, и вы увидите, они сегодня опять оповестят, что сегодня с 12 до 16 часов будет плановое отключение там-то и там-то. Да плевать они хотели на эти 10 дней. А как быть людям в частном секторе? Они с работы должны бежать за своими котлами смотреть или что делать? Роман Сергеевич, пожалуйста, урегулируйте это. Так, садитесь. Департамент градостроительства. Всем доброе утро. На прошлой неделе у нас состоялось совещание Алексея Засимовича Колодезникова по плану ремонта дорог на 2020 год. Поставлена задача все контракты заключить до 1 мая. Также произошло... Сколько вы уже отторговались? 3 объекта? У нас только прошлогодние контракты переходящие есть. Новые еще не заключены. Так. Комиссия по разрешениям проведена. Скажите, пожалуйста, что происходит с домом на Портовском кольце? Адрес какой там? Автострада, 50 лет. 50 лет октября? Да. Мы ввели, в прошлом году объект введен в эксплуатацию, ЗОС получен от УГСЖ. Ну да, это не наши с вами полномочия следить за качеством завершенного объекта. Если там завершенный объект строительства подписывает Республиканское управление государственного строительного жилищного надзора, вместе с тем на меня сыплются жалобы о том, что объект некачественный, температура не выдерживается, люди не могут приступить к ремонту. Ну и, соответственно, значит, совместно с СГХ посмотрите, кто принял этот дом на управление, потому что мусор там не вывозится, и мусор начинает уже заваливаться на детскую площадку. Хорошо. Там просто ужас какой-то творится. Поэтому я понимаю, не наши с вами полномочия это, но вместе с тем, поскольку живут жители города Якутска, совместно с СГХ посмотрите, решите. Ладно, садитесь. Так, главный архитектор. На прошлой неделе у нас подготовка проходит к аукционной документации по Парку Победы. Проектная документация сейчас занимается группа выигрыша в прошлом году, ЛСТК проект. Проект получим в конце февраля. По остальным общественным пространствам уже готовится аукционная документация, и 1 февраля будет объявлен аукцион. В принципе, все в основном. Так, ну и, значит, вот по экспериментальному куполу, который нам предлагают поставить, надо решение все-таки найти в ближайшие дни. Мы затянули с вами. Да, мы вместе ищем. Хорошо, ладно, садитесь. Главстрой. Доброе утро всем. Сейчас главстрой работает в плановом режиме. Начата строительно-монтажная работа по реконструкции Толстого 20. Сейчас там работает 7 человек. Составлен график 7 человек. Что, они успеют, что ли, эти 7 человек? Нет, пока проводится демонтажная работа. Составлен график производства работ, по которому ведется контроль за их работой. 7 человек крайне недостаточно? Да, они будут на этой неделе будут увеличивать. Будут начата сантехническая работа, система отопления будет. Так, монтаж. вы мне, пожалуйста, график производства работ внесите по обоим объектам. Все хорошо. Ладно, спасибо, садитесь. Так, Антонов Феликс Александрович, административная комиссия. Доброе утро. Составили протоколы административной комиссии 67 протоколов, это по статье 9.10, то есть по выезду на лед, но это переходящие. И Марха составил один протокол по 6.25, то есть по уборке территории. По предписаниям автодорожный округ составил 3 предписания: Губинский 1, Сосярский 1, Солительный 1, Кангласа 2, Марха 4, Маган 1. Всего 13, исполнены из них 4, в работе 9. Хорошо. Итоговый отчет по году, пожалуйста. Вы сдавали уже или еще нет? Да? Сдавали? Да. Хорошо. Он должен попасть в итоговый отчет перед депутатами Якутской городской думы и перед населением. Хорошо. Управление муниципального контроля. Доброе утро, уважаемые коллеги. За прошлую неделю
За 2 рабочих дня информацию мы не стали готовить, сделали краткую информацию в целом за год. 5576 обращений годовое. Следующую страницу, пожалуйста. Ну, по структурам там понятно. По составлению актов обследования мы составили 3857, что больше на 18,6 с предыдущим 2018 годом. Проведено проверок 329, на рост 61,8. Для принятия мер административного воздействия в отношении нарушителей, имеется в виду самозахват и самовольное занятие земельного участка, наложено штрафов на 800 тысяч рублей. Росреестром 163 дела направлено, по ним принято 125 решений, часть из них в работе. И около процентов 10 отказано в принятии административных мер в отношении нарушителей. Ну, по отчету кратко все. Хотела проинформировать, что 30 декабря подписано распоряжение главы городского округа города Якутск о порядке направления сведений в налоговый орган при выявлении случая пользования использования в предпринимательской деятельности участков, которые находятся в индивидуальном жилищном строительстве для дачного строения или дачного строительства. Предлагаю на уровне Максима Макаровича контроль за ним, собрать совещание вместе с территориальными органами, со всеми структурами окружной администрациями, которые будут определен порядок взаимодействия с налоговым органом по итогам проверки, которых будут вменяться штрафные санкции в тех случаях, когда предпринимательская деятельность ведется не в тех земельных участках, под которые разрешен вид разрешенного использования. Ну, кратко у меня все. Хорошо, спасибо. Наталья Романовна. Доброе утро, коллеги. Я информацию по приему и зачислению в первый класс предоставлю. Да? Наше решение провести в единый день прием заявлений на уровне Министерства образования было проведено совещание еще до Нового года и принято решение, что все-таки надо провести в 2 этапа. Поэтому 25 января первый этап, где 20 школ включены, и 1 февраля второй этап, где включены остальные 23 школы, которые принимают в первые классы. Всего по информации Управления образования в наличии 5230 мест. Дальше в случае поступления большего количества заявлений от родителей законных представителей, то планируется открытие пока 9 дополнительных первых классов. В этом году из дошкольных образовательных учреждений муниципальных и частных всего выпускается 5345 детей. Это намного больше, но и по статистике 2013 года рождения детей намного было больше. Еще если учесть приток населения в летний период, то где-то порядка 6000 детей, первоклассников, наверное, будет в этом году. Управление образования ведет работу по еще созданию дополнительных мест в образовательных организациях. Эта работа будет продолжаться, наверное, еще и до августа месяца включительно. Так, дальше. Государственный порядок организации проведения государственной итоговой аттестации внесены в 2020 году определенные изменения, поэтому Управление образования в этом направлении тоже ведет определенную работу. Дальше, на этой неделе мы должны предоставить информацию в Министерство образования и науки нашей республики по объектам образования, включенными по 2021 год включительно. Так, и, Сардана Владимировна, по письму Общественной палаты города Якутска мы провели совещания рабочие, и Общественная палата на этой неделе внесет свои определенные... По какому письму из них? По положению народный бюджет. Они внесут свои определенные предложения в изменение положения. Когда у нас завершается рассмотрение всех заявок на народный бюджет? На этой неделе группы завершат. Группы завершат на этой неделе. Так, ясно. Изменения действительно нужно внести, потому что получается, что, во-первых, у нас получают средства народного бюджета иногда коммерческие организации, которые, по сути, направляют
средства народного бюджета на покрытие своих кассовых расходов. Во-вторых, и это касается всех распорядителей бюджетных средств, которые, значит, занимаются передачей субсидий, все положения о субсидиях надо менять. Да, допускается авансирование, полагаю, чтобы люди с чего-то могли начинать, это все-таки социальные объекты, но вместе с тем отчетность, она должна быть, наверное, хотя бы поквартальная, потому что в конце года нам приносят и сваливают в кучу эти чеки. Как получилось с одним заведением социальным, да? Вроде социальное заведение, а принесли нам чеки на шампанское, на сигареты, там еще на что-то такое, которое мы должны принять теперь как отчет к исполнению. Пропорции по заработной плате и расходам на одноразовую посуду и так далее там тоже нет. И это не один пример. То же самое мы столкнулись в Сосярском округе по общественному пространству. Не поймешь, что там, на что деньги выделили, включены туда работы, не включены работы, или только просто само изделие. И это повсеместно, по всем, кто получал средства из народного бюджета. Поэтому до тех пор, пока положения не будут изменены, так, Ольга Николаевна, Департамент финансов, никаких субсидий не перечислять. Потому что опять это как деньги на ветер. Мы все это как сеятели разбрасываем, а отчетность собрать не можем. На что потратили? Какой реальный социальный эффект для горожан, для людей? Мы это увидеть не можем. Нас вводят в заблуждение. Говорят, там, значит, там мы 5000 человек там обслужили, например, а по отчетности получается 44. Это деньги не мои и не ваши, это деньги общие городские, поэтому должен быть учет и соответствующая отчетность. Хорошо, дальше. Я вкратце всего. Спасибо. Роман Сергеевич. Доброе утро. Праздничные выходные у нас прошли относительно в штатном режиме. Особых аварий у нас не было. Были небольшие инциденты. На этой неделе предстоит нам ряд совещаний. В первую очередь направлено на подготовку к отопительному зимнему периоду 2020-2021 годов. Далее запланировано совещание по проблемным вопросам газоснабжения, земельных участков, выделенных для многодетных детей. Дальше у нас запланировано также совещание со строительным блоком и службой эксплуатации городского хозяйства по вопросу ввода в эксплуатацию дорог. Это те вопросы, которые у нас еще остались с прошлого года, переходящие. Все остальное в рабочем порядке. Ага, Роман Сергеевич, еще раз просьба по ЕДС, значит, внести надо изменения, контроль отсутствует, с ресурсниками отработайте. И, пожалуйста, вместе с управой Губинского округа съездите лично, разберитесь по адресу Хабарова, 11. Обе стороны закидали меня письмами и сообщениями в режиме 15. Каждые 15 минут я получаю и на телефон, и, значит, через социальные сети сообщения от двух противоборствующих сторон на Хабарова, 11. Бывший председатель ТСЖ, нынешний председатель ТСЖ и его супруга. Но я не могу работать в таком режиме. Выйдите туда на место и решите. Если вы не сможете решить, то я сама поеду и решу. И буду думать, зачем мне тогда управа Губинского округа и все остальные. Справедливо? Решите, пожалуйста. Максим Акопович. Что касается по ЕДДС со всеми ресурсоснабжающими организациями, у нас имеется заключенным договора соответствующего информационного обмена. Направим информационные письма, напомним о существовании данных договоров. Ну, мне кажется, наши информационные письма и прочее увещевание плохо на них как-то действует. Поэтому нарушение нормативных актов отраслевых, в принципе, реагирование прокуратуры, я думаю, мы должны организовать. Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Подведены предварительные итоги по исполнению бюджета 2019 года по доходной части, по расходной. По доходной у нас есть небольшое перевыполнение по подоходному налогу. В принципе, налоговые службы отработали удовлетворительно, я считаю. В этой связи у нас есть определенные остатки, которые необходимо сейчас с ГРБСом отработать. То есть законтрактованные суммы надо отработать с вышестоящими министерствами по их сначала перечислению, потом своевременному возврату. Это необходимо сделать в течение января месяца. У меня все. Ну, это не остатки в чистом виде, а это, да, это суммы, по которым еще не отчитались, правильно? Так, хорошо, спасибо. Ирина Ивановна, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. 29 января состоится 13-я очередная сессия Якутской городской думы.
где будет рассмотрен один вопрос. Это отчет по итогам 2019 года. Материалы мы в срок получили, Светлана Владимировна. Значит, по графику комиссия по законности и регламенту рассмотрит данный вопрос. Скорее всего, будет расширенное заседание данной комиссии с участием всех желающих депутатов. И 29 января вопрос будет вынесен на сессию. Пока у меня информация так, небольшая очень. Все. Хорошо, спасибо большое. Так, уважаемые коллеги, значит, мы с вами сейчас готовимся к началу наших итоговых отчетов за нашу работу, которую мы проделали в 2019 году перед населением города Якутска. Просьба, графики, места, время проведения отчетов перед населением Департамент СМИ, значит, во все средства массовой информации направить для того, чтобы люди знали, какого числа, куда они могут подойти, чтобы послушать, что же мы с вами сделали, и задать вопросы, и поставить перед нами какие-то задачи свои на 2020 год. Далее. Значит, мы с вами должны внести изменения в постановление окружной администрации о расстоянии, значит, между точками, которые торгуют алкоголем, и заведениями, где находятся дети. Где находятся дети, и изменения необходимо внести в том смысле, что, значит, ранее принятый документ, когда он был принят, в 2013 году, да, в 2013 году, он не учитывает те особенности федерального закона, что расстояния должны учитываться не только до образовательных учреждений, но и до всех учреждений, где могут находиться дети. А имеется в виду и учреждения дополнительного образования, а также особо, значит, ваше внимание заостряю на медицинские учреждения. Таким образом, список будет существенно дополнен. Департаменту, значит, предпринимательства надо над этим начать работать совместно с территориальными органами управления и, соответственно, управлением образования. Дальше. Управление муниципального контроля сказала, еще раз говорю о том, что нам необходимо в установленные сроки завершить инвентаризацию целевого использования земельных участков. То, что предоставлено под ИЖС, садоводство и так далее, сегодня используется в коммерческих целях. Значит, есть нововведения в налоговом кодексе Российской Федерации, которые, значит, позволяют нам повысить ставки земельного налога по объектам, которые используются в коммерческих целях, в целях извлечения выгоды. Напоминаю еще раз, задание давала, но пока движения не чувствую. С 1 сентября прошлого года опасные объекты, все опасные объекты должны иметь санитарные зоны. На сегодняшний день этого нет. Значит, главный архитектор, департамент градостроительства, возьмите это ДИЗО, департамент имущественных земельных отношений, возьмите это себе на контроль. Далее, значит, ну вы видите, что мы ежегодно, значит, испытываем на себе изменения федерального законодательства, и нам приходится в новых условиях как-то ориентироваться, работать. Обратили внимание, что, значит, Роспотребнадзор указывает, отмечает улучшение работы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как мы начинали прошлый год, вы помните, сколько мы друг другу нервов, значит, потрепали. Теперь у нас новый федеральный закон об обращении с безнадзорными животными. Раз. Во-вторых, значит, у нас в окружной администрации, видимо, будет своеобразный год юриста, я об этом говорю, начиная с прошлого года, уже с декабря прошлого года. Значит, нам с вами предстоит доказать о том, значит, республике о том, что правительству, Министерству образования в частности, о том, что необходимо индексировать нормативы подушевого финансирования, значит, обучения детей в школах, в детских садах, в том числе в частных. Индексация не происходила с 2015-2016 года, и на сегодняшний день ситуация такова, что весь подушевой норматив внутри съедается заработной платой, и практически не остается средств для, значит, собственно, на учебные расходы, на парты, на столы, на учебники, пособия и все прочее. Поэтому нам все-таки надо ставить вопрос о том, чтобы эти нормативы увеличивались. Далее.
Также уже на протяжении нескольких лет не увеличиваются для города Якутска нормативы на летний отдых и оздоровление детей. Это тоже важный вопрос, и это тоже совместная работа юристов и управления образования. Также мы говорим о том, что нам все-таки надо в правовом смысле как-то закрепиться по выпадающим доходам в связи с понижением ставки УСН, принятой постановлением Государственного собрания Илтумен в марте 2019 года. Надо юридически зафиксировать, потому что на сегодняшний день договоренности есть, понимание со стороны руководства республики и поддержка городу Якутску есть, но поскольку это не зафиксировано юридически, мы не можем составить нормальный, адекватный кассовый план на 2020 год, и это тормозит принятие определенных решений. Поэтому необходимо закрепиться по дате. Ну и, значит, хотела бы обратить внимание всех коллег на то, что фиксируем для себя дату, значит, 1 февраля 2020 года. Если кто-то будет иметь на 1 февраля 2020 года просроченные, значит, поручения, то, значит, вносите объяснительную, лишаем премии за первый квартал. Вот все, хватит. Потому что мы продляем бесконечно, продляем, таскаем их с собой из года в год. У нас есть продленные поручения с 2015 года, с 2014 года. Там, где объективно, безусловно, принимается, а то, что там какие-то вещи, значит, не исполняются просто потому, что кто-то забыл, ну, все. 1 февраля, коллеги. Поэтому просьба, начиная с, собственно, меня, дальше заместители главы, начальники управления департаментов, на 1 февраля все приведите в соответствие, чтобы никаких у нас с вами просрочек не было. Ну и готовимся к сессии Якутской городской думы. После отчетов окончательно, после того, как нам жители скажут, оценят нашу с вами работу и поставят дополнительные задачи на 2020 год, план у нас, в принципе, в проектном виде для себя мы уже определили, но будем вносить коррективы. Будем вносить коррективы. В этом году нам с вами еще предстоит перепись населения. Перепись населения по городу Якутску есть большие проблемы с адресными аншлагами. Ну да, адресные аншлаги – это, значит, обязанность собственника здания. То есть, если многоквартирный дом, это должно установить или ТСЖ, там, или управляющая компания. Если это частный дом, владелец частного дома и так далее, но, тем не менее, мы с вами должны координировать эту работу. На сегодняшний день как бы готовность там у нас не очень высокая. Поэтому на этой неделе проведем совещание еще по подготовке к переписи населения. Ну и, конечно, основные наши мероприятия в городе Якутске – год поколений, в республике Саха-Якутия, значит, год патриотизма, в Российской Федерации год памяти и славы. Все эти мероприятия, конечно, мы уже с вами начинаем. Спасибо большое, удачной недели.